уникальное такое предложение. Кто с этим термином знаком, знает, слышал, а кто пытался вот его как бы внедрить у себя, сделать. Два, три, те же самые люди поднимают, остальные почему-то просто. Ну хорошо. Уникальное такое предложение — это то, чем, ну, классическое, так скажем, определение, классическое, еще с 60-х годов прошлого века, кажется, это пошло, его придумал, не помню, забыл, я, к сожалению, автора. Суть в чем уникальное такое предложение? Да, это тот способ, то предложение, то отличие, ради которого клиенты начинают выбирать именно вас. И в большинстве случаев под этим подразумевается отличие всего вашего бизнеса. Ну, допустим, Polaroid, фотоаппараты Polaroid, да, вот они концентрируются вот, за счет этой своей уникальной функции, моментальной фотографии, да, щелкнула, выходит, тут же сама проявляется. Хотя раньше нужно было идти куда-нибудь в фотосалон и ждать, когда вам эту пленку проявят, потом вы еще по этим негативу выберете отдельные кадры, и только потом их распечатать, да, это было очень хорошее уникальное преимущество. Или домино пицца, да, тоже такой пример всем известный, наверное, да, мы доставим вам пиццу за 30 минут, или вы получите ее бесплатно. То есть весь бизнес концентрировался на этом. Сейчас у них другое позиционирование немножко, но раньше это было так. Вот такое УТП, которое концентрируется вокруг которого, вернее, концентрируется весь ваш бизнес, оно довольно трудно его отыскать, найти, внедрить, если у вас бизнес уже вот как-то работает, да? И есть другой УТП, есть УТП-продукты, мы нашли, вернее, не мы нашли, это Дмитрий Новосельцев, есть такой известный, ну, довольно в узких кругах, но известный человек, который предлагает делать продуктовый УТП. В чем его суть? Оно гораздо проще, его проще внедрить и тоже дает хорошие результаты. Ну, вот критерии УТП для бизнеса. Это тоже важно сказать. УТП хороший считается, если конкуренты не могут сказать про себя то же самое. Да? Если вы скажете, допустим, у вас стоматолог, вы скажете, что вот мы лечим без боли, то это никакой не УТП, да? Даже если другие стоматологи это не говорят, потому что никто не скажет, что мы вот с болью лечим вас, приходите для садомазохистов стоматологии. Да? Имеет ценность для клиентов, то есть УТП желательно должно иметь ценность для клиентов. То есть ту выгоду, ради которой они готовы либо выбрать именно вас, либо перейти от конкурентов к вам. Хотя бывают УТП, которые называются ложными, которые ценности особо не несут, но в то же время отличают от вас от других. Ну, такой есть пример, не помню, это вроде в книге «Левитация» я читал, что есть фиолетовый консультант. Была такая, и может сейчас есть девушка, которая в Америке оказывала услуги по финансовому консалтингу, организовала свою небольшую фирму. У них была такая фишка, что у них вот, все, что можно, было фиолетовые. Бланки, костюмы, визитки, сайт и так далее. В офисе там антураж и прочее. Никакой ценности не несет, но зато от других отличается. И по возможности УТП должно быть измеримо, то есть, чтобы было понятно, в чем вообще отличие, да, не просто вот лучше, быстрее, как-то, да, а именно в конкретных терминах, в конкретных цифрах. Итак, продуктовый УТП, вот этот слайд немного раньше попал, чем нужно, ну ладно. В чем его суть? Если обычно УТП, который для бизнеса, да, многие рекомендуют, вот, надо идти, думать головой, что-то выдумывать, креативить, то УТП продуктовый вы ничего не придумываете. Вы идете к своим клиентам и спрашиваете у них, а было бы им интересно, чтобы вы так-то поменяли свою услугу. Было бы интересно ту проблему, которую они решают вот так. И что бы они хотели поменять. И формула простая. Запишите себе. Первое. Описание проблемы, которые люди уже решают, за которые уже платят деньги. Что тут ключевые критерии, да? Уже решают, уже платят деньги. Есть проблемы, которые у людей годами или у бизнесов годами имеются, наблюдаются, они их терпят, но что с этим не делают? И такие проблемы смысла нет решать. Ну, может быть, найдутся 1-2% из целевой аудитории, которым это нужно было бы решить, и которые это и решают. А остальные будут ничего не делать, если вы будете такое решение предлагать. Скорее всего, если оно не бесплатное, не найдет отклик. Второе, это то, что люди уже платят за это деньги. Бывают проблемы, за которые люди не готовы деньги платить или платят очень неохотно, соответственно, нет смысла тоже этим заниматься, потому что вы будете пытаться прошибать потолок, который вам не принесет, скорее всего, не так эффективно по усилиям, да, которые вы затрачиваете на это. Второй пункт. Предложить решение лучше. Быстрее, качественнее, дешевле, еще чем-то лучше. В чем здесь суть?
Вот это получается суть УТП, да? Если у вас ваше предложение не лучше, то смысл к вам обращаться. И тут ваша задача как раз-таки включить голову, поспрашивать клиентов, понаблюдать за ними и действительно найти на рынке, может быть, решение, может быть, сами придумаете, может быть, клиент вам подскажет. Но то, чем вы будете на самом деле отличаться, то, что будет вас среди конкурентов сильно выделять, ради чего клиенты начнут к вам обращаться. Если вы не отвечаете, то смысл переходить к вам, если клиент уже, там, допустим, с вашим конкурентом несколько месяцев или лет работает. Только если вы предложите что-то лучше, есть шанс, что люди перейдут к вам. Наверняка у вас в городе есть бесплатные газеты, да? И обычно они переполнены рекламой. Открываешь, а там 10 разворотов, окна, балкон. И получается вот это, ну, мы называем это кладбище рекламы. Случайный выбор, вот куда пальцы ткнул, там и заказывай окна. Потому что в большинстве случаев, ну, очень сильно все предложения похожи. И чтобы там как-то выделиться, нужно сильно постараться. Вот представьте, что у вас рынок, если такой, да? Вам нужно найти действительно что-то такое, ради чего вот клиент, который потенциально просмотрел 10 объявлений, и вот он прочитал ваши 10 других, и чтобы он среди этих 10 других выбрал именно вас. Вот это должно быть ваше ключевое отличие. И третий пункт, какой измеримый результат вы при этом гарантируете? Суть в чем? Гарантируете ключевой параметр, потому что если вы не гарантируете, то люди могут вам не верить. Это раз. И во-вторых, измеримость. То есть если вы говорите неизмеримым термином, то ваше УТП очень сильно теряет силу. Если вы говорите, вот у нас самая быстрая доставка, или у нас самый качественный товар, а самый быстрый по сравнению с чем? С почтальоном? Или самый качественный по сравнению с чем? С китайской продукцией? Если это неизмеримо, то не пощупать, не измерить, не понять, да? То есть измеримость обязательно должна быть. Идем дальше. Ошибки. Какие есть ошибки? Как я уже сказал, брать идею из головы. Да? Если вы берете ее из головы, то есть шанс, что вы попадете, не попадете или промахнетесь. Ошибка вторая. Не прописывать, чем ваше решение лучше. Ну, про это я уже сказал. Да? Если вы не укажете, чем вы лучше, смысл к вам обращаться к клиенту. Третья ошибка – не давать измеримый результат. Ну, я тоже пояснил, да, что если нет измеримого результата, как вообще можно понять, что ваше решение лучше. Вот пару примеров я приведу. Это, допустим, наш пример. Если вы тратите на рекламу от 50 тысяч рублей в месяц, то мы гарантированно сократим ваши затраты минимум на 30%, сохранив прежнее количество обращений. Либо при таком же бюджете увеличим количество обращений на 50 раз. Вот скажите, пожалуйста, те, кто дает рекламу, кто размещает рекламу, газеты на радио. Кого вот такое предложение заинтересовало бы? Вот вы, раз, два, три. А остальных не заинтересовало бы? Ну вот представьте, к вам приходит рекламное агентство, 3-4, несколько предложений скинули, давайте мы вам на полгода вперед распишем медиаплан, разместим рекламу в 5 газет, в 2 радио, в 3 телеканала, в 2 ГИС, еще туда. И на все про все мы хотим 600 тысяч рублей. Зато про вас будет весь город знать, все будут вот, на слуху ваша фирма. И к вам приходит компания, которая говорит, вот мы вам сделаем вот это. Кого вы выберете? Ну, так. Да, возврат денег. Это я, к сожалению, забыл. А почему? Вот же гарантированно. Мы гарантируем. То есть, если нет, то возврат денег. Вот. Ну, согласитесь, если вам придут вот те, которые говорят, давайте мы вам по 100 тысяч на полгода распишем медиаплан, те, кто придут вот с таким предложением, кого вы выберете? Вот примерно в таком варианте нужно строить ваше УТП. Второй пример нашего клиента в студии. Если у вашего сайта 200 посетителей в сутки, то мы гарантированно увеличим его посещаемость на 50-200% за 6 месяцев. При этом сэкономите минимум 100 тысяч рублей на услугах непрофессионалов. Тоже тут есть проблема, да, то есть люди заказывают все услуги продвижения сайтов, они за это платят деньги, у них цель привлечь клиентов. Есть измеримый результат 6 месяцев, 50 или минимум, да, либо максимум. Да, можете обращаться, я скажу вам адрес. Можете обратиться, мы вам скажем адрес, кто этим занимается. Ну и сокращение расходов на услуг профессионалов тоже. Естественно, гарантированно, а если они не дают результат, возвратят деньги.